Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по масс-рестлингу. Соревнования прошли в столице Азербайджана Баку. Участие приняли 80 спортсменов из 9 стран мира. Сборная России состояла почти полностью из якутских спортсменов. Подробности у Александра Зубехина. Победители чемпионата получают уникальные медали и кубки. Они состоят из 3 разных материалов – из металла, благородного дерева и стекла. В металле выполнена башня – одна из достопримечательностей места проведения чемпионата. На стекле изображены флаги государств, в которые входит состав Международной федерации масс-рестлинга. Честь России на чемпионате Европы по перетягиванию палки защищали 11 атлетов, 9 – якутяне. Наша страна завоевала 10 золотых и 1 серебряную медали. Бесспорное лидерство. Но главный тренер подчеркивает – конкуренция растет. А вот насчет девушек уже становится с каждым годом тревожно. Потому что очень быстро прогрессируют спортсменки из Венгрии, Украины, Азербайджана, Грузии. Поэтому нашим девушкам надо еще подтянуться. Мужчинам из Якутии в легком и среднем весах на чемпионате не было равных. Для Айсена Мигалкина самой сложной была схватка с соперником из Азербайджана. Однако оппонент не смог справиться с натиском якутянина. На чемпионате Европы было на моем килограмме всего 5 участников. И я всех победил приемом стойка 2-0, со счетом 2-0. Я доволен своим выступлением. Самые зрелищные схватки у тяжеловесов. Эрчим Бапагай выглядит как богатырь из якутских сказок. 120-килограммовый спортсмен без проблем разобрался со всеми соперниками. В финале легко был хороший. Легко 2-0 выиграл. Горд стал чемпионом Европы. Так, и честь сборной России. И занимайтесь спортом, масс-рестлингом. В ноябре в Якутске пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Нынешний состав сборной участвовать не будет. Команда обновится. Победители турнира Старого Света займут место спарринг-партнеров. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск.